первой встрече 8 раз ментам звонила, 3 боксерам заплатила. Юра, я в активном поиске. Юра, замутила кое-что. Юра, думала, он сказочный. 15-й припадочный. Жизни оптимистка, знаю, что он где-то очень близко. Может быть, на танке едет или где-то синий бредит. Правду моя мама говорила, вот опять найдешь себе дебила, будешь на горбу его вынашивать годами, слезы вытирая рукавами. Юра, я в активном поиске. Юра, замутила кое-с-кем. Юра, думала, он сказочный. 15-й припадочный. 15-й припадочный. 15-й припадочный. Нету больше моих сил, на губах ацикламир, по утрам феназепам. Как мне верить мудакам? Опять на стене я в активном поиске. Опять 25 замутила кое-с-кем. Как обычно, подфартила, снова встретила дебила. Чокнутая дура насовсем. Чокнутая дура насовсем. Чокнутая дура насовсем. Жыве, Беларусь! Зноў жа такі спадарства, вітаю ўсіх тых, хто не спіць, хто разам з намі на радыё УНЭТ. Ася Рэйнар за пультом гукарэжысёра, мяне завуць Марна Савіцкая, і разам з намі сёння ў гэтай чароўнай студыі той самы чалавек, чыю кампазіцыю жыўцом мы будзем яшчэ слухаць сёння падчас усяго вечару. Перад гэтым «Дай дорогу» таксама гучалі. Юрый Стыльскі, вітаю. Привет, друзья, привет всем. Юрий, Витаю вас. Як настрой? Ну, сейчас добрые. А калі быў не зусім добры? Ну, порой бывает такое, ностальгия накрывает, еще что-то там, какие-то мысли, там, домой хочется, и, ну, всякое. Вот, но если отмести все то, что особо там, какие-то там переживания, и немножко абстрагироваться, то вельмі добра ўсё. Я думаю, што крышачку аптымізму тут яшчэ можа і паддаваць думка пра тое, што заўтра будзе фэст «Грай» назірацца ў Ну, нас. конечно же. Што там Да. будзе ад цябе? Чаго чакаць? Ну что, буду поднимать настроение как могу, как обычно. Шмат кампазіцый атрымаецца зайграць падчас імпрэзы? Ну, если я не ошибаюсь, может быть, там дается, по-моему, там время ограниченное у всех, и не сыграешь там час там, или больше. Но каких-то, по-моему, около 20-30 минут есть. Ну, то есть сколько успею, столько сыграю. Если меньше болтовни, то можно, конечно, и вложиться там в 7 песен, а то и 8. А хочется наогул размаўляць вось на таких импрезах, альбо граць? Нет, ну когда бывает такое, пробивает, хочется как-то почувствовать публику, какой-то мост навести.
Ну, вот как-то так. Што для цябе больш блізкае? Выступы на вось такіх вялікіх фэстах альбо ўсё ж такі камерныя нейкія? Ну, порой был как когда. Потому что, то есть, ну, на каких-то больших фестах там какая-то своя энергия, такая, возможно, бешеная, там, как правило, слэм, там, ну, такое бесилово, и люди приходят отрываться, поорать так добре. А каких-то таких камерных, теплых, ламповых, то есть там своя атмосфера, и очень уютно, и тепло, и там и можно и поговорить, и какие-то истории рассказать, и, то есть, какие-то вопросы с людьми, ну, так вот интересно порой бывает, отдохнуть как-то так. Калі ты разумееш, што перад табой хутка, так, гэтае будзе мерапрыемства. Дазволь, калі ласка, нам зараз зазірнуць за гэтую самую заслону і ўбачыць імпрэзу тваімі вачыма. То бок, ты чакаеш, што ты прыйдзеш і ты ўбачыш нейкія выступы, альбо для цябе гэта больш магчымасць падтрымаць камунікацыю з тымі музыкамі, то бок паразмаўляць па-за заслонай. Што для цябе? Што ты звычайна робіш? Это ты, возможно, про завтрашний концерт? Так. Или так в агуле? У першую чаргу пра заўтрашнюю імпрэзу. Ну, мне кажется, больше поддержать, как-то дух поддержать, поднять настроение, и, возможно, там как-то успокоить, ну, что-то в этом роде. Вот, потому что здесь все на какой-то такой цыганско-кочевой волне, и поэтому отбились от дома, корни остались где-то там, они такие вырванные, с каким-то таким смутным настроением, ну, как мне кажется. Вот. Поэтому просто хочется поддержать людей. Ну, как бы, по сути дела, на этом, как бы, фесте именно с такой думкой я, как бы, и приду. Гэта пра заўтрашнюю імпрэзу, а калі Так. браць агулам, яна адрозніваецца чым-небудзь, заўтрашняя падзея ад таго, як звычайна? Ну, я не могу как-то прогнозировать и заглянуть там, как оно может быть. Ну, тем более он же не электрический концерт, а это будет такой тепленький, ламповый, акустический, там максимум, по-моему, с кахоном и с акустическими там какими-то этими приемами. Вот, поэтому это будет, скорее всего, просто какой-то такой теплый, душевный, такой прям гости дорогие, вы пришли ко мне домой, что-то в этом роде. А яшчэ мне падаецца, што гэта будзе магчымасць натхніцца плюс-мінус, але постлетняй атмасферай, гэтая Вісла і ўсе Да, іншыя. последние вот эти теплые денечки. Хотя, возможно, еще там вот и бабье лето не за горами, и не мешало бы в него вписаться и какой-нибудь устроить там такое, типа, судороги лета называть его там какие-то, не знаю, что-то вроде. Вот. Но вообще-то, ну, как бы, я думаю, должно быть солнышко, должно быть тепло, и хочется. Не знаю, какая там дальше завтра у нас погода, но все ждут, естественно, хорошие. Гаворыць, што не будзе дажджу. Поэтому норм. как будто бы это, ну, то есть последняя встреча лета, и такое, типа, в маечках все придут спокойные, такие свободные, без какого-то там, ну, да, будет, мне кажется, очень хорошо. Я прапаную пачаць ужо нашым слухачам дэманстраваць, што насамрэч 100% будзе больш як файна, да жывога гуку паступова пераходзіць. Якая будзе першая кампазіцыя сёння ў тваім выкананні? Ну тогда, то есть у меня тут гитара, и я, возможно, сыграю какую-то композицию, которая будет звучать завтра. Так. А у тебя есть какие-нибудь пожадания? Я вельмі люблю Буся. Бясконца. Да? Ага. Ну, хорошо. Дзякуй. Тут не хватает таких каких-то, как это инструментом такой у меня был. Типа, Шейкер? Там, ну и шейкера тоже. Ну, ничего. Потерпел крушение под Минском вертолет. На удивление в 23:34 просто в небе бусел тоже шел на разворот. И лобовуху раздолбил посередине. Пожарники приехали, но не тушили. Спасли бусла и БЧБ установили. Горит машина синим пламенем Ми-8, и всей стране в одном оргазме крышу сносит.
ведь орали, что тебя не выбирали. Уходи, уходи, ну-ка, уходи. Но, как обычно, ты врубал глухонемого, пенсионеров газом поливал перцовым. Теперь не надо удивляться повороту судьбы. Суматоха, паника, я батьки в аду, и паразитам цианида не хватает, а пропагандисты все полезли в петлю. Силовики на рожах кожу разрывают. Такого мы не ожидали поворота, что буслик приведет страну к перевороту. Горит машина синим пламенем Ми-8, и всей стране в одном оргазме крышу сносит. Мы ведь орали, что тебя не выбирали. Уходи, уходи, уходи. Но, как обычно, ты врубал глухонемого, гранатами кидался прямо у роддома. Теперь не надо удивляться повороту судьбы. Вот она, кармическая сила воплоти, и миллионы одинаковых желаний. Мы хотели свету в этом царстве темноты, и бусник всеноши исполнил пожелания. Обычно бусел пополнение приносит, но если очень надо, за ноги он носит. Горит машина синим пламенем Ми-8, и всей стране в одном оргазме крышу сносит. Мы ведь орали, что тебя не выбирали. Уходи, уходи, уходи. Но, как обычно, ты врубал глухонемого, калечил, убивал прямо у родного дома. Теперь не надо удивляться повороту судьбы. Теперь не надо удивляться повороту судьбы. Гэта было вельмі класна. Дзякуй вялікі, таму што я вельмі люблю гэтую песню. Дарэчы, ці памятаеш, як яна нарадзілася? І як записывалі вось гэтае «Уходи». А я сам дома один сидел и записал ее полностью самостоятельно в звуковую карту. Сначала акустику, потом бубен, потом шейкер, потом включил YouTube, нашел, по-моему, МАЗ орал, или я не помню, на каком-то заводе. Вот. Подставил микрофон под колонку, там еще у меня такой фон стоял, какой-то заводилось, все, я чуть-чуть подрезал там шум и, в общем-то, ставил «Уходи», такое народное, то есть рабочее, настоящее. Але ж, наколькі памятаю, што экстрэмістам тебе прызнавалі не зусім з гэтай песняй. Ну, кстати, самое удивительное, что она была, как бы, то есть на рассмотрении, и там написали, мы не видим в этой песне никакого экстремизма. Вот. Но как бы в «Баю-бай» тоже не увидели, увидели в клипе. Гэта вельмі цікава, насамрэч. А як наогул вось у цябе гэта адбывалася, як ты даведаўся пра тое, што такая гісторыя ўсё набірае абароты? Ну, ко мне пришло письмо, явиться в суд. Да гэтага не было думкі пра тое, што можа быць, улічваючы ўсе... Не, ну, конечно, были такие думки. Еще в тот момент, когда мы его на YouTube заливали. Ну, вот, что, возможно, ну, кто-то понесет там наказание, типа, за такую, типа, шальную песню. Ну, что-то в этом роде. И еще, ну, это все ж началось с интервью «Жизнь Малина». Вот, оттуда даже вырван был кусочек такой и вставлен в дело, что, типа, я обобщил там и сказал, ну, короче, в том, что я принимал непосредственное участие в создании этого ролика. Я перемотал там на какой-то минуте, смотрю, да, я на самом деле говорю такой, да, классный был клип, мы его сейчас сделали хорошо. Вот как-то так. Прыйшоў гэты ліст, а што далей было вось па паслядоўнасці падзей менавіта?
Ну, я должен был прийти как бы в суд на признание этого клипа экстремистским. Вот. Мало того, как бы я пришел заранее, ознакомился с делом, и там оказалось так, что, то есть, чтобы это было не от себятина, от правоохранительных, они собрали какую-то там комиссию. В этой комиссии там были историки, ученые, какие-то мудрецы, и которые сказали, что мы видим в этом клипе не просто экстремизм, как вам показалось, а разжигание социальной вражды. Я уже тогда понял, что ой-ой-ой. Ну, вот такой прикол. Ну, и поехал отдыхать, как бы подумал, что пускай лучше этот суд пройдет без меня. Вот. Ну, он без меня прошел, как бы я созвонился с адвокатом, но и она сказала, что там женщина говорит, в срочном порядке признать экстремистским клип, и все. Вот. Ну, там идет градация такая, клип отдельно, песня отдельно, поэтому признали только клип, песню вроде как, песня даже не при делах. То бок песню можно выкладывать, и все норм. Ну да. Ну, в песне там особо ничего нету, там наоборот, как бы, ну, воспитание, там, как бы, восхваление правоохранительных, так можно сказать. Ну, как-то. Вот. Затым, калі ты знаходзіўся ва ўкраіне, у першую чаргу ва ўкраіне, затым ужо ў Варшаве, ніякіх там прывітанняў кшталту, там, цябе шукалі, альбо... Не-не-не. Норм? Спокойно? Все спокойно. То есть я, ну, как бы, если бы я там остался, естественно, дождался бы этого суда, и, возможно, я уже оттуда бы и не ушел, я не знаю. То есть я вот в этих вот целях как бы и уехал, чтобы предостеречь там, свое какое-то, ну, вот, попадание. Но и после этого, то есть, ну, нет человека, как бы, ну и что там. Я так думаю, ну, такой вывод, что шорох наводить зря. Час ад часу просто бацькам тэлефануюць, а ці ведаеце, а як там? Ну, ты знаешь, как-то минула меня эта участь, не знаю. Ну, или, возможно, я там не сильно набедокурил, я, ну, как-то берутся, наверное, когда уже конкретно люди залазят куда-то там, ну, там, через мошонку, а я как-то, ну, то есть у меня не было такого зонда. Але я магу сказаць, што ва ўкраіне, што ў Варшаве падтрымка нашых беларусаў, сапраўдных беларусаў вельмі моцная. Дзякуй табе за гэта, дзякуй за тое, што працягваеш. Очень приятно. Никто мне не дзякавал так особо. Праўда, я як журналіст транслюю ўсё гэта, так яно і ёсць. Пераходзім да другой композиции. Что, еще попоем? Так. Экстремистскую или что? А давай. Ну давай попробуем. Мы же за магары, нам же можно. Так, я сейчас, может, попытаюсь как-нибудь так сесть поудобнее, чтобы... Ну, в общем, да, композиция, из-за которой как бы мы, собственно, тут и встретились с тобой. Баю-бай, господа. «20 лет на автозаке, я тот самый мент. Бабки, зэки и калеки, вот мой контингент. Вся парадка в медальонах, есть и ордена. Я по части воспитания превзошел себя. Открываю двери шире, заходи, не ссы. Ты давно сейчас поймешь, кто я здесь, а кто ты. Поясню народной мове, кабы ты допер. Кто здесь порушальник, наркоман и саботер. Ты кахаешь родный край, ну то ты и отгребай. Кале мил шановный кут,
прокуроры тебя ждут. Эй, свядомый, запивай колыханку баю-бай. Медкомиссия в порядке, вот мой аргумент. Я психически стабильный супер-мегамент. Как мессия для заблудших, батин правый перст. Потушу любую сходку и любой протест. Предугадывать приказы наш фамильный дар. Только смена власти мой единственный кошмар. Калі раптам перамены, я заўжды готов. Насыпайте грошы ад утюжу і сяброў. Ты кахаеш родны край, ну тады і адгрыбай. Калі міл шаноўны кут, прокуроры тебя ждут. Эй, свядомый, запивай колыханку баю-бай. Бомжа привез десятка, за алкаша двадцатка, за бабку с бело-красно-белым флагом 100 рублей. Порвал пикет с докладом, 150 к окладу, а полный автозак набил и на душе светлей. Ты кахаеш родны край, ну тады і адгрыбай. Калі міл шаноўны кут, прокуроры тебя ждут. Эй, свядомый, запивай колыханку баю-бай. Дзякую, насамрэч. Прыгожыя акорды і файны настрой. Спадарства, нагадаем вам пра тое, што вы таксама можете нам дасылаць свае пытанні праз YouTube-трансляцыю, калі ласка, далучайцеся. А ў нас ёсць, дарэчы, пытанне ад Сержа. Юра, што вы рабілі ў жаночым манастыры ва Ўкраіне? Ну, в общем, там у меня была, как это сказать правильно, в общем, я там временно проживал. По-настоящему жил в женском монастыре, в келье, вот, куда там место, где принимают приезжих гостей, что-то в этом роде, то есть по обмену каким-то опытом, не знаю. Вот. И очень тепло там я как бы провел время. Монашек, правда, не видел, но было хорошо. Это была зима лютая, а там была хорошая, как бы горячая электрическая батарея, что не могло не радовать. А гэта было гэтай зімой? Ну, вот этой, да. Вось крайняй, фактычна, што было. Да, это был декабрь, январь-декабрь, по-моему. А Я как раз был во Львове. И вот там меня приютили в женский монастырь. А як так атрымалася? Гэта было нейкае запрашэнне, што ты наогул там апынуўся? Нет, просто там на моем жизненном пути встречаются очень хорошие, добрые люди, и вот меня как бы определили. То есть у меня была еще альтернатива капсульный отель, либо там, ну там куда-то еще, там искать какие-то варики. Вот. Но я никому не навязывался, не писал письма помощи, там, поселителям меня, там, что-то в этом роде. То есть, хороший, там, друг Алексей сказал, вот, пожалуйста, есть монах, там, по-моему, Лявон его, по-моему, звали, вот, он может тебя приютить. Ну, почему? Интересно, в женском монастыре я еще не бывал, а тем более не жил. Поэтому было интересно. Што з гэтага досведу цябе найбольш здзівіла? Ну, то, что Украина теплая. Ну, это, конечно, не удивление, это типа факт.
Но то, что меня сдивило, ну, не знаю. То, что вот об этом как бы ходят такие слухи, вот что я жил в этом женском монастыре, и все, то есть все об этом говорят, так это интересно, там, как же так получилось, вот это меня удивляет. Я сам себе удивляюсь, как это так получилось. Але ж я памятаю, нават калі вось мы ў Киеве з табой сустракаліся, ты распавядаў пра тое, што у цябе канцэрты ў розных гарадах, і прычым да гэтых самых канцэртах у розных гарадах ты прыцягваеш там дзесьці на перкусію плюс-мінус, але людзей час ад часу прадстаўнікоў гэтых самых гарадоў, музыкаў адтуль менавіта. Мне падаецца, вось такая гісторыя была з Адэсы, напэўна. А что я искал по дороге музыкантов, Так. ты имеешь в виду? Ага. Ну, как бы было такое время, когда удобно очень было, там, допустим, если я еду в Киев, найти какого-нибудь перкуссиониста, который просто подхватит, то есть одну волну со мной, и мы вместе, ну, зарядим концерт хороший. Потому что, ну, то есть, даже если это упиралось в какие-то там практические занятия, какие-то репетиции, я мог бы там выслать ему пару песен и сказать, как я это вижу. И то есть, если человек имеет хоть какой-то маломальский опыт и умеет там тарахтеть на кахоне, для него это, ну, то есть 3 секунды просто в одном ритме взял какой-то хороший ритм, он, вот. То есть, ну, это перкуссия, как бы это не целые барабаны, в которых можно заблудиться, то есть в поисках там какой-то сбивки или там перехода. А у меня все практически так интуитивно. Я чуть что там кивну головой, человек остановится вовремя. И то есть мы друг друга можем нащупать и очень хорошо сыграть. Поэтому я не стал, ну, то есть заниматься там поиском конкретного там человека, который бы со мной везде ездил, а вот так вот, то есть ссылался на людей, которые имеют какой-то багаж, опыт и живут, ну, то есть конкретно в этом городе, в который я еду. Это было интересно. И человеку, который там живет, потому что меня не раз выручали люди, вот, да, знаешь одного очень хорошо. Вот. И, ну, получалось очень классно. Импровизация такая довольно, ну, такая смелая, но очень хорошо заходила. Гэта рызыка, так, насамрэч. Ну. Але вельмі файна, што... А зараз з гэтымі людзьмі ты падтрымліваеш сувязь нейкую? Ну, конечно, вот только что мне чай наливала. Дзёндзі, прывітанне тады. Да, Дзёндзя, спасибо тебе большое, что подлечил меня в Киеве. Вообще было чудесно. То есть, ну, есть такие люди, вот на самом деле, как Дзёндзя, он, то есть, ну, ему не надо ничего объяснять, там, разжевывать и там показывать, что вот тут так должно быть, тут так. Он сразу же понимает, о чем идет речь, какой ритм, то есть, в какой скорости, и все очень легко и понятно. Ну, с такими, то есть, людьми, у которых есть какой-то дар, то есть, очень приятно работать. Па-за Дзёндзі, а іншыя музыкі, якія ў іншых гарадах таксама гралі, таксама на сувязі ўсё там? Так, я даже в Одессе нашел одну девочку, ну, то есть она музыкант тоже, ну, такой уличный стрит, где-то там они играют иногда на Дерибасовской, вот, и мне... Ну, и мне сказали, что вот эта девчонка классная, ты ее можешь подобрать, как бы, и, то есть, ну, я ей, естественно, и денег заплатил там какое-то количество, потому что она такая говорит, я нуждаюсь, потому что я на улице играю, я говорю, хорошо. Вот, ну, так вот хорошо было. И вот в таком же, как бы, ритме и с такими там, типа, помыслами я хотел вообще, то есть, как-то так интересно людям, то есть, предлагать и, возможно, где-то там находить какой-то общий язык и так. Ну что, в Виннице еще должен был быть концерт, там я уже с людьми договорился. И во Львове несколько раз играл тоже вот с человеком, который как бы несколько песен моих слышал раньше. Я ему говорю, послушай, вот эти вот, и мы их можем сыграть. И он послушал, говорит, вообще сыграть легко. Встретились, я ему показал вот, типа, 3 секунды. Ну, короче, это не тяжело, в общем. Если человек... То есть у него есть чувство ритма, у него была какая-то практика, это легко. Ну. Вот так. У Варшаве такие эксперименты ладятся? У Варшаве, Польша? Ну, сейчас, то есть вот так получилось, что я не помню, как там здарилось, але аж нашелся такой замечательный помидоров с таким богатым опытом, плюс еще он ведущий, радиоведущий, и короче, такой...
То есть на слуху человек, которого я всегда представляю, а сейчас со мной, для вас там, и все, вау, Александр Помидоров. Вот. Ну, мы справляемся вдвоем очень круто. Вот. Но не за горами выступление и полноценное электрическое, потому что я уже тут как бы думаю, вот, надо. А что со складом? Какой будет коллектив? Ну, один 100% экстремист, а второй я что-то не узнавал, по какому он вообще поводу здесь вообще очутился. Вот. А гэта беларусы? Да, белорусы. Ну. Будем чакаць гэтых. Там мне самому цікаво, да. Потому что вроде акустика, и она немножко не добивает, потому что все уже говорят, ну когда электричество, то есть, ну вот. Есть еще пару как бы концертов, я думаю, прокатиться еще не там в Кракове не был, там еще в Белоподляску зовут, в Лодь, хотя в Лоде тоже был на концерте политвязням там, вот, и там играл. Но отдельно с акустической программой и с Помидорычем не был, поэтому можем еще заехать и навестить всех wszystkich. Лось, вы пачулі. А мы тым часам працягваем атрымліваць задавальненне ад жывога гуку тут і цяпер, і як кажуць, што будзе наступнай кампазіцыяй? Наступная композиция, вот Дёнзи мне напомнил, песня, стихи, которые я услышал от полка Калиновского, и у меня родилась очень хорошая мелодия, и эта песня посвящается людям, которые не жалеют себя за освобождение и за свободу. Про вызваленне? Про вызволение Украины, так. Пройду няўхільна цяжкі шлях войны мерзотной и крывавой на наших волатных плячах. Уздымем стяг шляхетной славы, як Калиновский наш Кастусь. Мне прыклад так и лёс Литвинам. Я вызволяю Беларусь. Праз вызвалення Украины, як тур, клянуся бараніць. У пекле битвы побратимам наш гонор вечно будзе жить. У памяти маёй радзімы абавязкова павярнусь. Калі ў бітвах не загіну, у родны край, у Беларусь. Праз вызвалення Украины, у родны край, у Беларусь. Праз вызвалення Украины. Моцна, адметна, па-нашаму. Дарэчы, аўтар гэтых слоў Радзівон Батулін. Скажы, калі ласка, ці кантактаваў ты, можа быць... Не сильно контактовал, але ж они слышали эту песню, вельми поддяковали, вот. А потом я еще услышал, по-моему, как ее спела, только на другую мелодию, Левчук. Так? Может, так, ты слыхала? Яна спевала, так. Так, красиво, так, оперным вокалом. Ну, там другая совсем мелодия, это, наверное, уже сама она придумала, вот. Но меня удивило то, что она такая стала какая-то широкая, там, и у нее появляется все больше и больше слушателей. Ёсць яшчэ, дарэчы, рэгі-версія гэтай кампазіцыі Botanic Project выконваюць. Этой же песни? Так. Точнее, этого же верша, так? Так.
цікаво. Ну, плюс-мінус яно перагукаецца, але разам з тым. Ну, я ее сделал в таком боевом духе, как бы в таком стиле, такой чуть ли не марш какой-то. Ну, как-то так она мне вот так вот появилась у меня, эта мелодия. Па чым з украінскага ты сумуеш цяпер больш за ўсё? Чаго не хапае тут, у Польшчы? Интересный вопрос. Да здесь, как бы, по-моему, Украина сюда приехала, поэтому хапая всего. Это может быть еще, вот, скажем, до февраля, там, 20 там этого, то есть, может быть, и не хапало. А сейчас уже тут так чувствуется дух такой, ну, то есть, очень много и русскоязычных, и украинского языка, то есть, ну, как бы, ну, а конкретно почему, ну, возможно, там, каким-то друзьям, с которыми я там жил, с которыми там мне такие дороги, которые там мне помогали, вот по ним. Па манастыры. В монастырь бы заглянул бы, да, очень интересно, как он там, как там все цветет летом, потому что там очень много зелени, елки всякие, то есть такой там палисадник красивый, но это была зима, ну вот, а сейчас все там расцвело красиво, и сам Львов очень чудесный. Мне, дарэчы, падаецца час ад часу, што Польшча — гэта сімбіёз Украіны і Беларусі, і што фактычна зараз на тэрыторыі Польшчы стала нашмат больш беларускасці, чым, да прабачыць мяне, Беларусь, але ў Беларусі цяпер. Ну і натуральна, што... Ну, в Украине там такая история посерьезнее, как бы, и там и больше таких будинков древних, ну, там интересно, на самом деле, там такая история сильная, и там даже вот, там, у них асфальта практически нету, ну, вот, то есть, если мы говорим про Львов, так там вот до сих пор эти мощеные улицы старые, из булыжников, и, ну, там... Как будто в сказку какую-то попадаешь старую. Если убрать всю рекламу, такое ощущение, как будто бы ты там в каком-то 18 веке. Да таго, як у цябе адбылася вось гэта вымушаная рэлакацыя, ты думаў наогул пра тое, каб калі-небудзь пераехаць жыць ва Ўкраіну? Ну, таких думок не было. Я так как-то особо... Мы туда часто ездили с концертами всегда, поэтому мне хватало. Как бы я очень много путешествовал, и, то есть, когда я заезжаю в город, я с ним знакомлюсь, мне интересно, но так, чтобы оставаться как бы там, потому что мне всегда тянуло там в Брест, Беларусь, там, вот, где у меня там корни, вот, и где там я прижился, вот, как-то так. И мне хватало, на самом деле, вот того, когда там мы приезжаем даже вот на 3 дня на какой-то фестиваль, скажем, в замок. Мы были фестиваль, сейчас скажу, Республика, по-моему, назывался. Это в старом замке, вот не помню. Ну, не суть, но как бы вот когда мы там находились, буквально там 3 дня, мне хватает, чтобы я проникся вот этой вот атмосферой, вот этим вот местом, вот этим городом, вот Украиной. И то есть я знаю, что через год опять сюда же приеду, на этот же фестиваль, потому что мы там были завсегдатые. Вот, и очень приятно, что нас постоянно приглашали на тот же фестиваль под Киевом ежегодный. У меня повылетали эти все названия. И как бы, ну что ж, мне хватало, в общем. Ну, а так, чтобы переезжать и находить себя вновь в другой как бы стране, ну, такое типа прям я не пылал. Ёсць у нас, дарэчы, яшчэ адно пытанне праз YouTube. Усё долятаецца, спадарства менавіта там цяпер і ладзіцца трансляцыя. Як адчувалася табе на дыване у чыноўнікаў? Гэта Чин-Чин Channel запыталіся. О, они такие остроязыкие вообще, ну так интересно. Ну то есть я вам мало того, что я с ними как бы дружу хорошо, мы там знакомы,
То есть даже какое-то несколько дней я у них жил во Львове. То есть у них там была, ну, как бы съемная квартира, тот же, она же была и офисом, потому что, то есть я снимался в этом сериале, который вот так скомканно ушел, вот, там, по этим обстоятельствам, естественно. Вот, и встречался с местными актерами, которых чин-чин-ченнеловцы приглашали к этому сериалу. Вот, очень талантливые люди там, ну, как бы... Я там был такой весь в белом, в черной шляпе, я помню, я еще в истории выкидывал некоторые. Но не суть. Короче, я с ними очень хорошо знаком, и интересно, что они меня выбрали первого на свой вот этот вот, на ковер. По-моему, я у них был. Вот. И, в общем, ну, было интересно. Они такие юмористы, очень классные ребята. Ну, Дима, я помню, мы с ним даже в этом придумывали какую-то песню, ну, вот на этой вот съемке во Львове. Было интересно так время провести, прикольно. Ну, и тут вот мы иногда встречаемся. Они пришли ко мне на день рождения, пришли в Бирстейшн. Вот. Но в роли, как это сказать, обвиняемого, что ли, да, я там такой было, вопросами такими грузили, почему я так скатился к такой жизни, то есть у меня это впервые было, вот, но и там они так подготовились хорошо, я так вообще как бы не особо парировал, но было прикольно. Гэта заўсёды мне падаецца вось такі эксперыенс, які на карысць, таму што ён прасоўвае нават самога чалавеку, які становіцца ў такіх абставінах, і гэта круто, і прымушае неяк так, магчыма, нават дзесьці і па-новаму паглядзець на свой сусвет у тым ліку. Ну, как бы да. Но если даже, то есть, вернуться опять же к ним, у них очень классный формат, как-то, то есть, поэтому советую посмотреть. Вообще очень интересно. Как там называется? На ковер, да? Или на ковре, что-то в этом роде? Так. Ну, у них уже, по-моему, 2 серии вышло. Ну, со мной очень смешно, потому что у них там такие были, такие острые шутки, такие курьезы какие-то, и они так уже, то есть там прям такой Павел Воля, прям ярко выраженный, очень хорошо получалось. Мне понравилось, я так смеялся. Яшчэ одно пытанне у нас ёсць ад слухачоў. Юра, сёння ладзіцца мотафэст у Беларусі. Ты пастаянна выступаў у хлопцаў на злётах такіх. Ці сумуеш ты па гэтай атмасферы? Да, конечно, ребятки. Сейчас, если я не ошибаюсь, в Лиде мотофест. Так. То есть у меня очень много друзей-байкеров, как бы, ну и так организаторов, которые сейчас бы с удовольствием мне бы позвонили, сказали: Юра, приезжай, мы там тебя ждем за любой гонорар. Ну, но я не знаю, кто там сейчас у них выступает, ну, кроме кавер-бендов. По-моему, Трубецкие должны играть. Ну, то есть не Ляпис Трубецкой, а Трубецкие. Так. Угу. Вот. Ну, мне так, по-моему, доносили такую информацию. Ну, очень сильно суммую и хотел бы, конечно же, присоединиться. А еще было бы круче, конечно, если бы я прогрел бы в Бресте, свою Хонду и приехал еще и вообще на звездолете. Было бы вообще класс. Будзем думаць, што аднойчы вось гэтыя самыя думкі мары спраўдзяцца. Прывітанне, дарэчы, тут самому і даводам, я думаю, што варта было б перадаць, і да фінальнай кампазіцыі ў жывым гуку, таму што час прыспешвае, пераходзім мы. Што будзе фінальнай? А это типа финал? Ага. Да, у нас как бы подходит время. Так. Ну, я, наверное, сыграю песню, которая откликается у всех, как это, у подавляющего большинства белорусов. Вот это вот немножко мешает, но сейчас попытаюсь. Мгм. Ратуйте, дорогие, и больше няма ні часу.
крыніцы ўжо сухія, памерлі ўсе запасы, патрэскалася вера, шарпалася надзея, усё высохла каханне, дарэмныя чаканні. Не веру, не веру, не веру табе, малюй сабе зоркі на бруднай вадзе, пішы хоць алмазным пяром на слупе. Краіна зноў у бядзе. Панурыя сляпыя, надзея ўся на Бога, на стомленыя твары вяртаецца трывога, што я яшчэ павінен і чым абавязаны, калі ж залева пойдзе, калі ж загоіць раны. Патрэскалася вера, шарпалася надзея, усё высохла каханне, дарэмныя чаканні. Не веру, не веру, не веру табе, малюй сабе зоркі на бруднай вадзе, пішы хоць алмазным пяром на слупе. Краіна зноў у бядзе, краіна зноў у бядзе, краіна зноў у бядзе, краіна зноў у бядзе. Дзякуй вялікі за ўсе эмоцыі, за ўсю тую энергетыку і за тое наогул, што ты робіш, тому што ведаеш, што ты актыўны ўдзельнік, чалавек, які дапамагае заўсёды. Гэта і выстава «Водар волі». На сёння, на жаль, у нас не хапіла часу для таго, каб паразмаўляць, але я ведаю, што гэта нагода для таго, каб наступным разам сустрэцца тут. Продолжим. Дякую великий вам, что крепанули звездную, что столько много комплиментов услышал. Всем привет. Юр, мирного неба. Як ёсць. Усё заслужана, ўсё И вельмі сталого файна. побыта. І будзем спадзявацца, што заўтра якраз-такі усе сустрэнемся на фэсце «Грай», які адбудзецца на Вісле. Шмат адметных музыкаў, неверагодная энергетыка. Главное, чтобы люди пришли. Я веру ў нашых людзей. Я думаю, што ўсё будзе добра. Ну, Так. як можна не прыйсці на Юру Стыльскага? Вось скажы мне, калі ласка. Сумасшедшим нужно быть просто. Ага, менавіта так і ёсць. Спадарства, дзякуй вялікі, што сёння складалі нам кампанію. Ася Рэйнер за пультам гукарэжысёра, Марына Савіцкая ля мікрафона, Юры Стыльскі, дай дарогу, рэшце-рэшт. Дзякуй вялікі. Пачуемся, убачымся. Живи Пакуль. Беларусь. Жыві. Живи